Уважаемые телезрители, любители и поклонники волейбола, продолжаем продолжаем транслировать соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках 8-х спортивных игр народов Якутии «Барагонцы 2022». Сегодня третий соревновательный день, четвертая игра между командами Мегино-Кангаласского улуса и сборной командой Ленского района. Вам представили судейскую бригаду, которая будет обслуживать сегодня четвертую встречу. Первый судья. Представляется стартовый состав команды Мегино-Кангаласского улуса. Представляют стартовые составы. Номер 2 Егор Винокуров. Играющие команд. Номер 11 Владислав Винокуров. Номер 12 Джулустан Варламов, капитан команды. Номер 14 Максим Попов. Номер 6 Владимир Горохов. Номер 4 либеро команды Алексей Шепелев. Главный тренер Ардунов Аял. Представляется стартовый состав команды Ленского района. Номер 3 Никита Иванов. Номер 4 Максим Кондратьев. Номер 8 Дамир Когенфельд. Номер 9 Антон Рыков. Номер 10 Евгений Черкасский. Номер 11 Максим Арзамаскин. Главный тренер Клаус Александр. Номер 2 либеро команды Александр Чебулаев. Представили основной состав обоих команд, а я представлю судейскую бригаду. Первый судья первой категории Аркадий Ефремов, город Якутск. Второй судья первой категории Афанасий Кузьмин, город Якутск. Секретарь встречи Агафья Терентьева. Помощник секретаря встречи Трофимова Поросковья, вторая категория, город Якутск. Это у нас сегодня четвертая встреча, завершающая третьего дня соревнований. До этого встречались команды Алекминск, Северо-Восточный федеральный университет. Выиграла команда Алекминского района со счетом 3-0. Вторая встреча Намский улус, Амгинский улус. Выиграла команда из Амгинского улуса, извиняюсь. Третья встреча город Якутск и Черепчинский улус. Победила команда города Якутска. Команда города Ленска вчера встречалась с командой Усалданского улуса, выиграла в упорнейшей борьбе из 5 партий со счетом 3-2, а также в конце дня встречалась с командой Северо-Восточного федерального университета, выиграла со счетом 3-0. Команда Мегино-Кангаласского улуса играла в группе А. Первую встречу она выиграла у команды Среднеколымского улуса. На вторую встречу проиграла сборной команде Алекминского района со счетом 1-3. Мы перейдем к игре. Идет первая партия. Подает команда Мегино-Кангаласского улуса. И на подаче Игнатий Прохоров.
Первым темпом сыграл Никита Иванов, центральный нападающий. Рост игрока 1,95 м у Никиты Иванова. Блокаут отыгрывают мегано-кангаласские волейболисты. На передней линии у нас Максим Попов, Владислав Винокуров. Вот на подаче Владислав Винокуров, центральный блокирующий команды. Максим Арзамаскин, 11 номер, доигровщик команды. Но он и играет и в доигровке. И играет как диагональный, когда уходит на заднюю линию. Центральный блокирующий Никита Иванов на подаче. Хороший прием. Да. Один из лидеров команды Ленского района — это Антон Рыков, номер 9. 1 в 1 чехлит Егора Винокурова. И просит пятое очко своей команде. Аут. Улетает мяч после подачи Никиты Иванова. Уступает место либера команды. У нас либера команды Ленского района Андрей Бармотко. Очень высокорослый либера. Выигрывают на блоке игроки Ленской команды. Ну, конечно, в этой встрече сборная команда Ленского района считается фаворитом. Сборная команда Ленского района является серебряным призером спортивных игр Якутии, которые проходили в городе Алекминске в 2010 году. Это у нас считается когда пятые спортивные игры. При счете 3-7 тайм-аут берет команда Мегано-Кангаласского улуса. В этом году команда Мегано-Кангаласского улуса заняла на первенстве Республики Саха-Якутия 2-я лига 2-е место. Проиграла Усалданской сборной и была отобрана на финальные игры 8-х спортивных игр Якутии по волейболу. 7-3 ведет команда Ленского района. На подаче Максим Арзамаскин. У него очень мощная силовая подача, если она полетит. Пока с первого раза не полетела. Болельщики поддерживают свою команду. Замена в команде Мегано-Кангаласского улуса. Вместо игрока номер 17 Владимира Горохова на площадку выходит игрок номер 8 Юрий Харитонов. Замена сборной команде Мегано-Кангаласского района. Вышел на подачу игрок номер 8 Юрий Харитонов, 18-летний волейболист. Заменил он 17 номер Владимира Горохова. Уступает Юрий Харитонов вместо либера. Ну а на подаче один из лидеров команды Ленского района Антон Рыков. 2001 года рождения парень.
Блокаут в исполнении Максима Попова. Тоже высокорослый игрок, 1,86 м. Вчера очень хорошо сыграл тоже против сборной команды Алекминского района. Хорошая атака. В исполнении ленских игроков. 9-5. Евгений Черкасский, центральный блокирующий. Не получается у него с подачей. Рустам Варламов, капитан команды Мегана Кангаласского Улуса. Высокий пас. Мощная атака в исполнении Максима Кондратьева. И мяч от блока улетает далеко в аут. Ленская команда демонстрирует мощный силовой волейбол. Вторая подряд подача улетает в аут в исполнении ленских волейболистов. Счет становится 7-10. Очень много ошибок у всех команд, особенно при подаче. Все команды нет не ошибающихся команд. Период этих игр в течение 3 дней. Ну, посмотрим. Завтра, послезавтра. Уже, я думаю, что пора было привыкнуть к залу. Да, проваливается через среднюю линию связующей команда Ленского района. Дамир Гогенфельд. Да, надо быть очень аккуратным. Самое главное, чтобы не было травматизма у игроков. Да, застоялся центральный блокирующий перед сеткой. Видать, это капитан команды Рустам Варламов, 12 номер. А на подачу вышел Максим Кондратьев. Тоже хорошая силовая подача. 22-летний волейболист. 1,83 м рост. Хорошая силовая подача. Вы сами видите. Не стал нападать доигровщик команды Мегана Кангалас. Оставляют мяч в игре. Не успевает перенести руки Максим Арзамаскин. Ошибается при постановке блока. Мяч провалился между блоком и сеткой. А мяч выиграл Владислав Винокуров, который сам будет подавать. Хороший высокий прием. Мощная атака в исполнении Никиты Иванова, 3-го номера, центрального нападающего. Предлагает себя Никита Иванов. И связующий ему доверяет. Не успевает пристроиться центральный блокирующий Евгений Черкасский. И блокирующий, крайнему блокирующему мяч улетает в аут. Блокаут. Максим Попов заработал очко для своей команды. Антон Рыков просто взял, перебросил. Начинается погоня за мегано-кангаласских волейболистов. Да, не успел Антон Рыков вернуть мяч в игру. 11-12. Вячеслав Сергучев на подаче.
Антон Рыков на подаче. Эд на нападении. Вау. Улетает мяч. И при счете 12-12. Тайм-аут берет команда Ленского района. Потому что главные тренеры понимают всю важность каждой партии, каждой встречи. Как я уже говорил, что проигрывающий будет играть за 5-8 место, а выигравший будет играть с командой города Якутска. 12-12. Так что ответственность у каждой команды большая. Все желают победить. Да, очень медленно двигаются игроки Мегано-Кангаласского улуса в защите. (13-12). Хорошая подача. Так. Подсказывается игрок Мегано-Кангаласской команды. Антон Рыков на одиночном блоке справляется без проблем. 14-12. Первый темп поднимает двойной блок. Прекрасно видел это связующий Дамир Гугенфельд. Ошибается Максим Арзамаскин. Вчера в игре с командой СЛФУ Максим Арзамаскин подал буквально 4 эйса подряд. Тем самым произвел фурор. Ошибается Максим Арзамаскин в нападении. Счет сравнялся 14-14. Владимир Горохов на подаче. Ошибка в приеме. Антон Рыков. В сетке касается Игнатий Прохоров. В полу борьбы не стал спорить с судьей. Да, была сетка. Судья все видел. Антон Рыков на подаче. Мяч попадает в сетку. Вчера Антон Рыков не играл. Приехал только после встречи Ленска с СЛФУ. Ну, сегодня вот вышел на ответственную игру. На подачу вышел Иннокентий Андреев, номер 10, 96-го года рождения игрок. Вчера тоже играл. К сожалению, мяч улетает в аут после подачи Иннокентия Андреева. И счет становится 16-15. 10-й номер центральной блокирующей команды Ленского района Евгений Черкасский, 2001 года рождения, 1,95 м. Игнатий Прохоров с забеганием за голову связующего производит нападающий удар и выигрывает 16-е очко. (16-16). Хороший прием. Не стал нападать Максим Кондратьев. Хорошая доводка. Не получается игра первым темпом.
Блокирует Никита Иванов. И выигрывает очко. Ошибается Игнатий Прохоров в нападении. Мяч попадает в трос. Дамир Гукенфельд, связующий команды. Блок в исполнении Максима Кондратьева. Начинают просыпаться команда Ленского района. Первый брейковый мяч выиграла команда Ленского района. Дамир Гогенфельд на ваших экранах. Игрок номер 8. Тоже высокий связующий. 1,89 м. 99-го года рождения игрок. Но сборная команда Ленского района тоже сравнительно молодая. Это практически все воспитанники Юрия Александровича Шустова, мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Саха-Якутия, очень прекрасного человека. «7 мая 2022 года Юрий Александрович безвременно ушел из жизни. Вчера перед игрой Ленск-Усалданский район почтили его светлую память минутой молчания. Блокаут в исполнении 19 номера игрока под номером 19 Вячеслава Сергучева. Игнатий Прохоров на ваших экранах готовится к подаче. Один из опытных игроков сборной команды Мегана Кангаласского улуса. Простой перевод мяча. Играют в крест. Мегана Кангаласские волейболисты сравнивают счет. Игнатий Прохоров продолжает подавать. Антон Рыков на приеме. Нокаут в спортивном зале повышается. Поддержка со стороны болельщиков Мегана Кангаласского улуса мощнейшая. Они поняли друг друга. В защите Дамир Гогенфельд и Максим Кондратьев. Максим Кондратьев нападает со второй зоны. Быстрый пас укороченный. И хороший нападающий удар. 19-19. У него тоже очень мощная силовая подача. Хороший прием. И снова пробивает блок Вячеслав Сергучев. Замена в команде Мегана Кангаласского улуса. Вместо игрока номер 10 на площадку выходит игрок номер 4 Максим Попов. Владислав Винокуров, 11 номер Мегана Кангаласский улус. Мегана Кангаласская команда выходит вперед в первой партии. Блокаут в исполнении Никиты Иванова.
Сегодня, вчера тоже его активно подключали к атакам. А это уже в исполнении Владимира Горохова. Первый темп. Практически прострел в третью зону. 17 номер. 2001 года рождения парень. В аут посылает мяч Антон Рыков. 22-20. Да. Уводил мяч. Вячеслав Сергучев на подаче. Ну а это уже подключился к первому темпу Евгений Черкасский. 22. Первым темпом забивает для пола. Алексей Шепелев, номер 4, либеро команды Мирина Кангаласского Улуса. Максим Арзамаскин. В прошлый раз у него не получилось. Ошибка снова Максим Арзамаскин. Выражает недовольство своими действиями. И счет становится 23-21. Сейчас каждая ошибка будет стоить дорогого. Переходит в среднюю линию Максим Арзамаскин. Хотели сыграть в волну игроки команды Ленского района. Подает Владимир Горохов. Первый сетбол. И первую партию выигрывает команда Мегана Кангаласского Улуса. Не буду говорить, что это сенсационная победа. Здесь все команды практически равны. Равная игра. Но в этой равной игре немного сильнее оказались игроки сборной команды Мегана Кангаласского Улуса. Спонсор трансляции — Центр недвижимости «Триумф Инвест».
Центр занимается продажей и покупкой любой недвижимости и строительством частных жилых домов. С нами вы воплотите мечты в реальность. Спонсор трансляции «Алмаз Кредит Сервис», крупнейший кредитный союз Республики Саха-Якутия, на протяжении 18 лет помогает развитию качества жизни жителей республики. Продолжается встреча между командами Ленского района и сборной командой Мегино-Кангаласского улуса. Вторая партия. Первую партию выиграла команда Мегино-Кангаласского улуса в равной борьбе. Была чуть сильней, расторопней, внимательней, допустила меньше ошибок. Десятый номер готовится к подаче. Это у нас Евгений Черкасский, центральный блокирующий. Болельщики скандируют кричалки в поддержку Мегино-Кангаласской команды. Разбирается с расстановкой второй судья. Это Максим Кондратьев, номер 4, доигровщик команда Ленского района. Все, второй судья дает добро. Либеро команды. Прозвучал свисток. Евгений Черкасский готов к подаче. Ошибка зафиксирована судьей. Один 0. Антон Рыков ошибается при нападении. 1-1. Челустан Варламов. И снова передача в адрес Антона Рыкова. Оставляет мяч Антон Рыков. Атакует практически стоя. Максим Арзамасский помогает своим коллегам. Ну а блок Никита Иванова выигрывает очко. Дамир Гугенфельд подает. Вторая ошибка при подаче у игроков команды Ленского района.
Ну а со стороны Мегана-Кангаласского улуса подает Джигустан Игнатий Прохоров. Чужой мяч показывает судья. Еще становится 3-2. В приеме ошибается Никита Иванов. Стык попадает Вячеслав Сергучев и приносит 4-е очко своей команде. Игнатий Прохоров продолжает подавать. Максим Рыков, Антон Рыков. Хорошая игра в защите и ошибка у Антона Рыкова. (5-2). Игнатий Прохоров. После атаки Максима Арзамаскина мяч от рук Игнатия Прохорова попадает в площадку. И в его же площадку еще становится 3-5. На этот раз заблокировали Вячеслава Сергучева. Это Максим Арзамаскин закрыл линию и выиграл очко. Антон Рыков подает. Запоздал с блоком. Игрок номер 4 Максим Кондратьев перемещался с 3-й зоны. Максим Кондратьев забивает 5-е очко. Одиночный блок. Да, ошибка во взаимодействии связующего и нападающего в Мегано-Кангаласской команде. (6-6). Растаял разрыв. Простая подача. Проваливается мяч после атаки Максима Попова. 7-6. Вячеслав Сергучев. Хороший прием. Максим Кондратьев безошибочно выполняет нападающий удар. Еще становится 7-7. Да, практически нападающий играет с одним блоком. В аут направляет мяч Максим Попов.
места нападал Максим Арзамаскин. Обладает хорошей силовой подачей. В поле попадает мяч. И +2 команда Ленского района. Справляются с приемом. Пас от либера. Но этот нападающий удар не сдал либера Мегано-Кангаласской команды. Вроде бы удар был не сильный. Перекатывал мяч через сетку Максим Арзамаскин. И при счете 7-10-7, 7-10 тайм-аут берет команда Мегано-Кангаласского улуса. Максим Арзамаскин продолжает подавать. Полетела подача после перерыва. Подключается с задней линии Владислав Винокуров. Выигрывает очко. Мяч попал между руками блокирующего. Хорошая скидка в исполнении Дамира Гогенфельда. 11-8. Практически на последний момент скидывает мяч по площадку Дамир Гогенфельд. А это, к нашему вниманию, Максим Кондратьев. Ошибается Максим Кондратьев. Вчера тоже в какой-то период игры не летела подача у Максима Кондратьева, но после корректировки перестал ошибаться Максим Кондратьев. Да, простой подачей ошибается либеро команда Ленского района. В аут в поле попадает Максим Попов. Тройной блок. Выставляют игроки сборной команды Ленского района против Владислава Винокурова. Еще раз Владислав Винокуров атакует. Аут показывает судья. А там был при одиночном блоке уводил мяч от одиночного блока. 13-10. Подключают первый темп. Ошибку зафиксировал судья. Посмотрим, какую. Ну, наверное, все-таки касание сетки блокирующего, наверное, было. К сожалению, ошибку допускает лидер
команда Джулуштан Варламов, капитан команды. 14-11. Простой перевод мяча на сторону соперника. Проталкивает Антон Рыков мяч. Хорошо отыграл первым темпом Никита Иванов. 11-14. Заряжен, Тайм-аут видно по команды его Мегана взгляду. Кангаласского Улуса. Настроен и всю силу приложил в этот удар. Тайм-аут берет команда Мегана Кангаласского Улуса. Конечно, по росту игроки Мегана Кангаласской команды уступают команде Ленского Улуса. В команде Мегана Кангаласского Улуса только один игрок за 1,90 м. А в Ленской команде 8 игроков за 1,90 м. Два игрока, 3 игрока с ростом 1,95 м, 4 игрока 1,95 м, один игрок с ростом 1,96 м. Мяч на стороне Мегана Кангаласских волейболистов. 13-5 счет. Бездействует либеро команда Ленского района. И 14 очко выигрывает команда Мегана Кангаласского Улуса. На подаче Игнатий Прохоров. На этот раз Антон Рыков выигрывает 16 очко. Между руками блокирующих пролетает мяч. Блокаут в исполнении Владислава Винокурова. Отрыв в очко сохраняется. Максим Кондратьев методично поливает. 17-15. Не могут пристроиться к нападению Максима Кондратьева, потому что все равно он основной доигровщик в команде. Аут. К сожалению, улетает мяч после нападения Вячеслава Сергучева. Замена в команде И Мегана уже Кангаласского плюс Улуса. 3 Вместо игрока номер 2 на площадку выходит игрок у номер Ленской 2. сборной. Вместо 19 номера выходит игрок под номером 2 Егор Винокуров. Возвращается на площадку.
Максим Попов. Находит брешь в блоке ленских игроков. И забивает мяч. 16-18. Егор Винокуров подает. Аут, улетает мяч. 19-16. После отдыха такое бывает. 19-16. Плюс 3 сохраняется за сборной командой Ленского района. Максим Арзамаскин, да, не стал прикладываться всей своей мощью подачи. Но все равно эйсом выигрывает 20-е очко. Прикладывается мощь со всей мощью. Но чуть-чуть не попадает в площадку. 20-17. Ошибка 21-17. Мегано-Кангаласской команды. 21-17. Антенну задевает мяч после сброса Максима Попова. И разрыв разрыв увеличивается до 5 очков. 22-17. Достает Максим Попов мяч, оставляет в игре. Подключается первый темп. И сетку задевает Игнатий Прохоров. 23-17. Да, задевает как нижний край сетки. Замена в команде Игнатий Мегано Прохоров. Кангаласского улуса. Вместо игрока номер 11 на площадку выходит игрок номер 9 Аял Аргунов. Выходит на площадку Аял Аргунов. Это замена чисто для приема. Максим Кондратьев. Аут. Посылает мяч Максим Кондратьев. — 17-23. Максим Попов подает. Не справляется с приемом. Аут. Или в поле попадает мяч. В поле. Видно, что в поле попадает мяч. Здесь не может быть и спора. Просто надо играть. 24-19. Сетбол. Первый сетбол у команды Ленского района. И на подаче Евгений Черкасский. Ошибка при обработке второй передачи. 20-24. Первый сетбол не выигран командой Ленского района. Высокий пас от Антона Рыкова. Да, блок блокирует Аяла Аргунова.
И 25-е очко выигрывает команда Ленского района. Счет встречи 1-1. В зале очень душно. Уважаемые гости и участники, Последнее обсуждение перед третьей партией. Наставление старших по сборной. Высокорослые игроки ленской команды. Третья партия, счет 0-0. Напомню, что соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках 8-х спортивных игр народов Якутии проходит в спортивном зале Мандабинской средней школы. Хороший, высокий, светлый спортивный зал. Конечно, жалко, что здесь нет зрительской трибуны. Но это чисто спортивный зал. Свисток на игру. На подаче Друстан Варламов. Достает мяч Друстан Варламов. Ну и скрытая скидка в исполнении разыгрывающего переносит первую команду ленской сборной. Это Дамир Гогенфельд, разыгрывающий команды Ленского района. Игнатий Прохоров нападал со второй зоны. Вау! Улетает мяч.
Первый брейковый мяч выигран итальянской командой. Никита Иванов. 3-0. Просчитал действия Владислава Винокурова. 3-0. Задевает уходивший в аут мяч либера команды Алексей 0-4. Шепелев. Тайм-аут команды И при счете Меганаказанского Улуса. 0-4 молодец либера. Задел мяч и показал аут. При счете 0-4 тайм-аут берет команда Мегана Кангаласского Улуса. «4-0» в пользу команды Ленского района. Продавил Игнатий Прохоров Максима Арзамаскина. Один 4. Да, сложный был для атаки мяч, отведенный для Максима Арзамаскина. 2-4. Попадает в трос. Два 4. Какой уже по счету мяч забивает до полу 5-2. Никита Иванов, центральный нападающий ленской команды. 11 номер Владислав Винокуров отыграл третье очко. Застоялись в защите игроки Мегано-Кангаласской команды. 6-3. Блок. Трос. Попадает Егор Винокуров. Да, видно, что был трос. Рано побежал на мяч Егор Винокуров. Замена в команде И ошибся при нападении. На площадку Сразу выходит при... игрок номер 9 Аял Аргунов. осуществляется замена игрока номер 2. И вместо него заходит на площадку Аял Аргунов. И снова блок преграждает полет 9-3. мяча. 9-3.
Разрыв в счете увеличивается. Хороший прием, хорошая доводка. Ну и хороший акцентированный нападающий удар в исполнении Владимира Горохова. 17-й номер. 19-летний волейболист. 1,92 м. Хороший рост. Ну а в этом моменте Евгений Черкасский спокойно сбрасывает мяч 10-4. в третий метр второй зоны. 10-4. Да, не справляются с приемом мегано-кангаласские волейболисты после подачи Максима Арзамаскина. 11-4. Спокойно перебрасывает мяч Евгений Черкасский по подходящему мячу. Сетка немного ослабила скорость мяча после подачи Максима Арзамаскина. Антон Рыков был в защите. Замена в команде Мегано-Кангаласского улуса. Вместо игрока номер 17, игрок номер 8 Юрий Харитонов. На подачу сборной команде Мегано-Кангаласского улуса вышел Юрий Харитонов под номером 8. 18-летний волейболист. 1,82 м. Он уже выходил ранее на подачу. Молодец, уверенно подал. Подключается Максим Арзамаскин с первой зоны. И мяч попадает в поле. Да. При одном блокирующем, конечно, сложно принимать такие мячи. (12-5). Ошибается Алексей. 6-12. Ошибается Максим Кондратьев. А это Максим Попов. Хороший прием. Постраховал своего центрального нападающего. Заступ у Максима Арзамаскина. Фиксирует судья. Замена в команде Мегано-Кангаласского улуса. Вместо игрока номер 14 на площадку выходит игрок номер 10 Иннокентий Андреев. Иннокентий Андреев выходит на подачу. Игрок под номером 10. Хотел сбросить Игнатий Прохоров. 13-7. Мяч от блока в аут, но не получилось. Опытный Антон Рыков прочитал действие Игнатия Прохорова. О, мощный удар в исполнении Владислава Винокурова. Радуются болельщики каждому результативному удару своих любимцев.
14-8. В аут. Улетает мяч. Хотя в третьей партии Измены в команде. ошибок в подаче стало меньше Вместо игрока у обоих номер команд. 8 на площадку выходит игрок номер 17 Владимир Горохов. Ошибается Максим Кондратьев. 10-е очко выигрывает команда Мегана Кангаласского улуса. Игнатий Прохоров готовится к подаче. На этот раз справляется. Антон Рыков выигрывает 15-е очко. Не сумел перебросить Максим Кондратьев в высокий блок игроков Мегана Кангаласского улуса. Замена в команде Мегана Кангаласского Да, там как улуса. раз Вместо игрока стоял номер Владислав 8 на Винокуров. площадку выходит игрок Метр номер 83. 14 Максим Попов. Возвращается на площадку Максим Попов. Игрок под номером 14. Владислав Винокуров на подаче. Да, к сожалению, в самый неподходящий момент допускает ошибку. Владислав Винокуров. Максим Попов накатывает мяч в заднюю линию. Ну а здесь Максим Кондратьев хлестким ударом выигрывает очко. Максим Попов атаковал с третьей зоны. Ну а здесь Максим Кондратьев 11-18. накрывает переходящий мяч. Тайм-аут команды Мегана Кангаласского При счете улуса. 11-18 тайм-аут берет команда Мегана Кангаласского улуса. Восемнадцать 11. Продолжается третья партия. Счет в партиях 1-1. И в третьей партии ведет команда 11. Ленского района. Вау! Улетает мяч. Оживились болельщики Мегана Кангаласской команды. Аяла Аргунов. Да. Укорачивает накатом Максим Арзамаскин мяч. Полет мяча, то есть не успевает на этот мяч защитники команды Мегана Кангаласского улуса. Но Максим Арзамаскин делает им для них подарок. 13-19.
в виде 13 очка. 13-19. Вау. Посылает мяч Владимир Горохов. 20-13. Только я сказал, что в начале партии меньше ошибок начали допускать при подаче игроки обеих команд. Так тут посыпались ошибки. Поле показывает линейный судья. После нападающего удара Игнатия Прохорова Антон Рыков начинает приспосабливаться 21-14. к площадке, к игре. Аут, показывает судья на вышке. Да, помешали друг другу. Игрок под номером 10 и игрок под номером 4. Рустам Варламов, 12 номер, капитан команды Мегана Кангаласского улуса. 21-15 на табло. 15-21. Ошибается Антон Рыков. Да, в прыжке принимал мяч. Летящий над головой. Аут. Улетает мяч после удара 22-16. Аяла Аргунова. Еще раз мяч адресован Аялу Аргунову. Да, чуть немного получился отведенный. Аял Аргунов попадает в трос. 23-16. Скидка исполняет Аял Аргунова. Антон Рыков. Мощный удар. 24-16. И мяч улетает в аут. Ну, конечно, от блока. Ликует Антон Рыков. Игнатий Прохоров. 17-24. Результативно сыграл в данной ситуации. Двадцать-четыре, 17-24. Максим Арзамаскин ставит точку в третьей партии. Счет в партиях 2-1 в пользу команды Ленского района. 25-17 выиграла команда Ленского района. Да, чуть-чуть
не закрыл блоком Максима Арзамаскина, 17 номер 17 номер Владимир Горохов. Но не получилось. 25-е очко выиграла команда Ленского района. Ну, лучше, конечно, 25-10. Başka olmaz sürekli nokta. Uğraştık abi. Barın yok. Bara чисто вроде. Начинается четвертая партия. Встреча между командами Ленского района и командой Мегино-Кангаласского улуса. Игра за выход в 1/4 финала. Счет в партиях 2-1 в пользу команды Ленского района. Победившая команда сыграет с командой города Якутска. Проигравшая команда завтра будет играть за 5-е и 8-е места. Счет 0-0. Партия началась.
Прохоров Игнатий заводит своих болельщиков. Выиграл первое очко в четвертой партии. Антон Рыков принимает, сам нападает. Начинает входить в игру Антон Рыков. Вчера не играл. Поздно подъехал. Счет 1-1. Аккуратно сбрасывает мяч Игнатий Прохоров. Очень эмоциональный волейболист. Свою положительную эмоцию передает своим волейболистам. Да. Очень дружная, дружелюбная игра. Но бескомпромиссная между соперниками. Да, ошибается Антон Рыков при передаче, при второй передаче. 3-2. Команда Мегина Кангаласского Улуса выходит вперед. Грамотно сработал на блоке Владислав Винокуров. Ребята очень радуются каждому выигрышному очку. Это правильно. Блок. Да, не успевает поставить блок 17 номер Владимир Горохов. Немножко не хватило скорости. Застоялся при старте Владимир Горохов. Три-три. Повезло Никите Иванову. Это он без подготовки быстро подал мяч в предыдущую подачу. Антон Рыков на месте. Да, перебрасывает аккуратно Максим Кондратьев мяч 5-3. через двойной блок и выигрывает пятое очко. Обе команды, игроков обеих команд заполняют эмоции. Очень приятно смотреть. Да, ошибается, к сожалению, Владимир Горохов. Но в таких ситуациях не надо просто рисковать, оставлять мяч в игре. Если ты не либеро и не пасующий. Но пока, наверное, еще Владимиру Горохову не хватает опыта. Игроку 21 год всего лишь. В команде Мегина Кангаласского Улуса царит дружелюбная атмосфера. Но все равно, несмотря на это, каждый заряжен только на победу, на выигрыш. Шесть-3. И Никита Иванов на подаче. Блокаут. Владислав Винокуров. Да, не успевает пристроиться к своему блокирующему Евгений Черкасский. Но на этот раз не справляется с приемом Константин Щепилов.
Кстати, самый возрастной игрок Константин Щепилов в ленской команде. Максим Арзамаскин. Максим Попов. Ошибка при второй передаче. И счет становится 6-6. Буквально недавно было +3 в пользу ленских игроков, когда команда Мегена Кангаласского улуса брала тайм-аут. Владислав Винокуров. К сожалению, ошибается Владислав Винокуров. Мощный удар в исполнении Аяла Аргунова. Пробивает высокий блок ленских волейболистов. Очень безмерно рад. Хорошая подача. Максим Кондратьев пробивает блок, получает от своих коллег слова поздравления. Да, немного практически по пальцам прошелся мяч Белустана Варламова. Максим Кондратьев на ваших экранах. 8-7 в пользу команды Ленского района. Максим Попов. Ошибается игрок ленской команды при второй передаче. Уже второй раз фиксирует ошибку судья на вышке. Ошибка второй передачи это у нас был Максим Кондратьев. Пас. Закрывают Антона Рыкова. Ликование на площадке на стороне Мегена Кангаласского улуса. Команда выходит вперед. 9-8. Да, быстрый съем мяча в исполнении Евгения Черкасского. 9-9. 9-9. К сожалению, не поняли друг друга связующие и нападающие Мегена Кангаласского улуса и подарили 10-е очко без борьбы команде Ленского района. Неплохой прием. Хорошая атака, неожиданная в исполнении Владислава Винокурова. Десять. Задержка мяча. Одиннадцать 10 в пользу команды Мегена Кангаласского улуса. Далее. Справились с приемом ленские волейболисты.
12-10. Сетки касается игрок Мегана Кангаласского Улуса. Да, признается, что коснулся сетки Владислав Винокуров. Успевает на этот мяч Игнатий Прохоров. Как орел парит по площадке Игнатий Прохоров после каждого победного выигрышного очка. Максим Попов подает. Либера с приемом не справляется. Аял Аргунов, к сожалению, да, мяч направляет в аут. Антон Рыков на подаче. Аут. 14-12. Ошибается Максим Кондратьев при приеме. Игнатий Прохоров, лидер команды Мегана Кангаласского Улуса. Хороший прием. Оставляют мяч, да, после удара Никиты Иванова. Но, к сожалению, мяч улетает 13-15. в аут. После защитных действий 12-го номера Дилштана Варламова. Никита Иванов будет подавать. Блок. Касание блока. Зафиксировал судья. Возник спорный момент. Очень нервная получается концовка четвертой партии. 16-13 на подаче Усалданская команда. Мегана Кангаласская команда. Аял Аргунов. Аут. Да. 14-17. Эмоции заполняют игроков Мегана Кангаласской команды. 14-17. Взяли, да, отпрыгнули от летящего мяча
Аял Аргунов, да и Алексей Шепелев расступились. А на подаче Максим Арзамаскин. Первый брейковый мяч выигрывает команда. Да, ошибается Максим Арзамаскин. Начинается как бы концовка. Начало концовки четвертой партии. 18-15 в пользу команды Мегана Кангаласского Улуса. Подключается Максим Арзамаскин. Ошибается. 19 очко выигрывает команда Мегана Кангаласского Улуса. При счете 15-19 берет команда Ленского района. Заступ. Фиксирует судья. Счет 16-19. Хороший прием. Грубая ошибка в концовке партии. 17 очко подарили буквально в этой напряженной встрече игроки Мегана Кангаласской команды. Антон Рыков начинает зарабатывать очки для своей команды. 19-18. Тайм-аут команды Мегана Кангаласского Улуса. 18-19 берет команда Мегана Кангаласского Улуса. Необходимо немного успокоиться. (18-19-18) в пользу команды Мегана Кангаласского Улуса. Высокий блок отрабатывает Антон Рыков. Приносит 19 очко. Максим Кондратьев. Силовая подача. Поле показывает линейный судья.
Ленская команда выходит вперед. Да, провожает своим взглядом Антон Рыков этот мяч. Не Антон Рыков, а Максим Кондратьев. 20-20. Счет становится 20-20. Да, все ждали сильного удара от Антона Рыкова. 21-20. 21-20. Команда из Ленского района выходит вперед. На подаче Евгений Черкасский. Болельщики скандируют Мега Кангалас. Это Мегана Кангаласский улус. Хороший прием. Максим Попов. Да, искал пальцы блокирующих. Чуть-чуть не хватило. 22-20. Немного не попал мяч в поле. 22-20. Оставляет мяч в игре. Ошибается Максим Кондратьев. Подключает Максима Арзамаскина. И блок Антона Рыкова преграждает путь к мячу. 23-20. Третье брейковое очко выиграла команда Ленского района. Антон Рыков. Антон Рыков, оказывается, все свои силы берег именно для четвертой партии. 24-20. Матчбол у Ленской команды. Нервная концовка для игроков обеих команд. Никто не хочет уступать. Вот 21-е очко попадает в сетку. Но еще в запасе 4 матчбола у команды Ленского района. На подаче капитан команды Джалуштан Варламов. Хороший прием. И Никита Иванов, игрок под номером 3 Ленской команды, центральный нападающий, выигрывает 25-е очко. И команда Ленского района побеждает в этой встрече со счетом 3-1. Поздравляем игроков сборной команды Ленского района с выходом 1/4 финала. Пожелаем дальнейших достижений на этих спортивных играх. Ну и скажем спасибо за хорошую зрелищную игру. Завтра будут игры с 10 часов.